Официально годом основания железнодорожного транспорта Казахстана считается 1904, когда началось строительство Оренбург-Ташкентской железной дороги. Однако движение по первой железной дороге по территории современного Казахстана было открыто в 1894 году по Уральской, ныне Западно-Казахстанской области. Поэтому именно в Уральске есть много исторических мест, связанных с первой железной дорогой Казахстана. Строительство железной дороги уральцы добивались с 1865 года. Это удалось губернатору Уральской области генерал-лейтенанту Шипову. И в 1892 году началось строительство железной дороги Покровская Слобода, ныне город Энгельс Саратовской области, Уральск. Тогда в Уральске проживало 36 тысяч жителей. Общая протяженность дороги, которая была продолжением линии Москва-Рязань-Саратов, составляла 396 километров. Из них 120 километров по территории Уральской области. Дорога строилась на деньги частных инвесторов, как альтернатива караванным перевозкам, и связала Южный Урал с Волгой, позволив вырасти товарообороту в несколько раз. Паровозное депо при станции Уральск основано в 1894 году и было таковым до 1953 года, до перехода на тепловозную тягу. Первоначально оно обслуживало паровозы «Борзик» серии А и Б, затем появились паровозы серии ОВ и Ш, и в 30-е годы 20 века поступили товарные паровозы Э и пассажирские М. До сегодняшнего дня на Вечном Приколе на территории нынешнего Уральского эксплуатационного локомотивного депо стоят два локомотива. Паровоз серии ЭР-791-20Л, который прибыл в Казахстан с Оренбургской железной дороги в 1968 году, проработал до 1995 года только в Уральске. Был списан и установлен на постамент в 2004 году к 110-летию ТЧ-1 Уральск. Рядом с ним тепловоз 2Т-10Л-3628 секция А. Несколько лет назад старое здание ремонтного локомотивного депо сменило владельца, и локомотивы чуть было не распилили на металлолом посторонние рабочие по ошибке. Однако машинисты локомотивного депо их отстояли. Подключилась полиция и общественность Уральска. Локомотивы были восстановлены силами работниками ТЧ-1 Уральск. Стояли на балансе как музейный экспонат.